Наш сегодняшний эксперт – участник форсайт-исследований Национальной академии наук при президенте Республики Казахстан, заведующая лабораторией криосохранения гермоплазы Института биологии и биотехнологии растений, кандидат биологических наук, профессор Светлана Вениаминовна Кушнаренко. Я участвовала в форсайт-исследованиях в качестве эксперта по направлению рационального использования водных ресурсов, растительного мира, животного мира. Это направление было по экологии. И вот я работаю уже более 40 лет в науке, и получается, это впервые форсайт-исследования, организованные Национальной академией наук, в таком широкомасштабном таком плане, потому что, были приглашены различные эксперты в различных областях, и было проведено такое широкомасштабное форсайт-исследование. Это очень важно для Казахстана. Почему? Потому что форсайт-исследование – это стратегия, инструмент стратегического мышления и планирования науки. Это очень важно для того, чтобы наука была готова к различным рискам будущего времени. Мы знаем, что такие риски для Казахстана – это опустынивание, например, проблема. Это проблема, например, засоления. Это проблема паводков. И именно вот такие форсайт-исследования нам позволяют быть готовыми науке, научным институтам, исследователям, быть готовым вот к этим новым рискам. Я считаю, что когда проходило форсайт-исследование, мы обсуждали проблемы сохранения. Одним из главных вопросов было создание в Казахстане национального генохранилища. Потому что у нас очень богатая флора Казахстана. Это около 6 тысяч видов растений, в том числе более 300 видов редких, исчезающих, занесенных в Красную книгу Казахстана. Более 400 видов эндемиков. Что такое эндемики? Это такие виды, которые встречаются только у нас, в Казахстане, больше нигде. И вот наша задача – сохранить это ценное биоразнообразие для будущих потомков. Мы проводили форсайт-исследования, мы об этом говорили, что первоначальной, очень важной задачей для Казахстана является создание такого единого национального государственного генохранилища, где это наше биоразнообразие может сохраняться. И ярким примером вот такого генохранилища является национальная система сохранения гермоплазмы в Америке. Также и во всех развитых странах, и в Японии, и в Корее. Допустим, в Америке система начала функционировать еще в 1898 году. И в настоящее время там сохраняется 500 миллионов образцов, которые пополняются ежегодно. Да. Поэтому и для Казахстана, для того, чтобы сохранить биоразнообразие растений для будущих поколений, нам нужно создать такое генохранилище, которое будет финансироваться, конечно, и организовано с помощью государства, конечно. Тут можно показать, что растения, например, укореняются в пробирках инвитро и готовы к пересадке, готовы к производству саженцев. Это саженцы оздоровленные. Вот это, например, смородина, которая оздоровлена в культуре инвитро. И мы можем получать уже посадочный материал, оздоровленный, именно казахстанский материал.